Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что за мужчина спешит в вашу жизнь и судьбу? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, на вопрос какой? Ответ хороший. Хороший мужчина спешит в вашу жизнь, в вашу судьбу. Так, мужчина, который прикроет вашу спину, мужчина, который какие-то сложные моменты может и захочет взять на себя. У вас в руках маленький филин, то есть, смотрите, у многих из вас отыграется так, что вы уже с ним знакомы, но вам и в голову не приходило, что у этого мужчины к вам интерес, что именно этот мужчина ваш будущий мужчина, либо любовник, жених, либо помощник, заступник, защитник в таком ключе. Маленький филин, видите, у вас в руках. Но с этим мужчиной вы станете спина к спине. У мужчины и желание, и возможность вас защитить, вам помочь и оградить вас от каких-то агрессивных, неприятных и людей, и моментов, и бед, и напастей. Да, видите, как арочку над вашей головой сделать, то есть защитить женщину, которой нужна помощь, ну, либо женщину, которая мне очень-очень сильно нравится. Если честно, вы все у меня разные, обманывать я вас не буду. Вижу, что у одних идет мужчина-защитник, вот именно защитник, помощник, покровитель, а у других идет именно личная тема, когда мужчина станет вашим любовником, станет вашим, возлюбленным, давайте тогда возлюбленным. Я не вижу дальше, чем любовник возлюбленный, извините. Вот, возможно, это в дальнейшей перспективе все прорисуется, но в сегодняшнем дне показали именно так. Защитник, заступник, покровитель, любовник, жених. Вот как-то так идет мне. Так, побольше об этом человеке. Человек легкий на подъем, человек азартный, но не в том смысле, что он там любит играть там, в азартные игры, всякие там споры, нет. Он залихватски берется за все новое, за все необычное. Он как будто бы сам себе вызов бросает, да, вот, а я смогу, а я сделаю, а я сейчас покажу, всем докажу и себе докажу. Любит сложные задачки со звездочкой, у него прям руки чешутся навести там порядок, справедливость в таком ключе. Кстати, он педант, у него все там четко по полочкам, все разложено в каком-то порядке, в иерархии, да, он это любит. Одевается он очень опрятно, стильно, я бы даже сказала, какой-то у него свой стиль. У кого-то будет там деловой стиль, у кого-то спортивный, но вот он придерживается какого-то стиля. На лицо. Лицо у него такое положительное, доброе, положительное лицо. У кого-то девочки отыграют, что он очень внешне привлекательный, причем не только лицом, но и фигурой, ростом, фигурой. Все-таки у нас тут общий собирательный образ, но тем не менее к такому мужчине тянет. От него вот прям веет таким благополучием, спокойствием, силой мужской веет. Да? К нему тянутся женщины. Неважно, сколько ему лет, неважно, как он выглядит. Женщины к таким мужчинам тянутся. Ну и не только, кстати, женщины. Вот с ним как-то спокойно, вот говорят, за каменной стеной. И вот и вы это тоже почувствуете, прям уловите от него. Так, мужчина
Вы знаете, он в вашу жизнь не просто так идет. Мне вообще его показали как посланник. У него миссия, да? У него такое спецзадание от высших сил, от ваших ангелов-покровителей, от духа вашего рода. Вот как будто бы ему в голову внушают, что он должен, ну вот, прийти именно к вам, прийти именно в этот момент. Я так понимаю, что вам действительно нужна какая-то помощь, ну, либо вы уже прям совсем сходите с ума от одиночества. Ну, то есть какое-то прям разочарование в жизни идет. То есть разочаровались во всем, во всех, и действительно там нуждаетесь в сторонней помощи. Вот четко идет такая информация, что в нужный момент этот мужчина войдет в вашу жизнь. Не раньше, не позже, а именно в нужный момент. И этот момент у вас наступит еще до конца этого года. У кого-то прям самый пик конца этого года. То есть, да, вы все разные, у каждого будет по-своему. У кого-то, возможно, и завтра этот момент наступит, у кого-то послезавтра. Понимаете, в таком ключе. Так, мужчина любит поговорить. Он, кстати, очень классный собеседник. С ним и весело, и интересно. Он очень начитанная личность. Он грамотно разговаривает, умеет увлечь в разговоре. Кажется, что он как будто бы ходячая энциклопедия, вот в таком ключе. Человек, который, возможно, знает несколько языков, но вот у него нет каких-то ограничений в общении. Вот просто их нет. Очень быстро он как-то знакомится и сходится с людьми. Ну вот не только там с женщинами, не только с мужчинами, в принципе, со всеми. Вот у него такая подача и внешность, которая располагает. Вот вроде как и не знаешь его, но хочется ему верить. Прям приятный, да, он приятный. И еще, мои хорошие, не у всех, а вот у нескольких девушек отыграется, что этого мужчину вы когда-то знали. Знакомство могло быть очень поверхностным, там, ну буквально там имя, да, имя, фамилия, может быть, там пару слов перекинулись. И для вас это станет большим сюрпризом, что этот мужчина опять в вашей жизни нарисуется. Но нет, он все-таки идет посланником. Выбирают самого сильного, выбирают самого честного для того, чтобы к вам пришел и действительно вас и защитил, помог, от одиночества избавил. У вас как-то очень быстро все с ним, ну как случится, в плане там сближения, в плане доверия, в плане ну вот общего чего-то. Опять же, да, вот этот момент крайней необходимости, может и довериться вам больше некому, и вы этому мужчине доверитесь. У вас как-то все быстро с ним закрутится, либо дела завертятся, либо отношения закрутятся, и так может отыграться. Прям очень быстро, на каких-то бешеных скоростях у вас все будет развиваться. Вы, как говорится, и опомниться не успеете, и он будет знать все ваши тайные секреты, либо он похитит ваше сердечко, вот в таком ключе. Так, из важного. Важный момент здесь показан, что этот мужчина, он постоянно куда-то двигается, передвигается. Может быть, он приезжает, уезжает. Может быть, он работает в одном месте, живет в другом месте. Может быть, у него работа сопряжена с какими-то постоянными разъездами, командировками. То есть будут такие моменты, когда вы общаетесь не вживую, а общаетесь, например, в интернете, либо общаетесь по телефону, когда вы его ждете, и как бы это, конечно, немножечко напрягает. Но, тем не менее, такого мужчину, я думаю, стоит дождаться. Еще показано, что благодаря этому мужчине вы крылья свои обретаете. Но крылья – это свобода, крылья – это счастье. Крылья – это жизнь в удовольствии. Ну, если он вас оградит от бед, от невзгод и от плохих людей, понятно, что вы крылья обретете. И если этот мужчина любовь свою еще подарит, тоже крылья обретете. Благодаря ему вы снова будете летать. Ну, полюбите, либо сможете расслабиться. Да? Вот это ощущение полета. Приятное ощущение полета. Мужчину почему-то еще медведем показывают. Медведь. Ну, сильный, харизматичный медведь. И также медведь, он действительно как защитник идет. Защитник, покровитель. Почему-то все время идет вот эта тема, что он защищает и покровительствует. Может быть, у вас сейчас в жизни очень много проблем. Может быть, враги вас уже заели, да, атакуют со всех сторон. И вам действительно нужен тот, кто вас защитит, кто
И любить вас будет, и действительно защищать. Ну, прям медведь. Он медведь, и медведь очень крутой, крупный, крутой, сильный, мощный. И ему не нужно там показывать свою силу, ему там достаточно рыкнуть так в полтона, и все уже попрячутся, да, все поубегают. Нет, но вы его точно бояться не будете, потому что с вами он будет максимально добрым, учтивым и обходительным. С вами он будет такой нежный, такой хорошенький, как ни один другой мужчина. Это я вижу. Еще тут такая вещь показана, вот что-то с возрастом связано. Только я не могу понять, для кого. Тут какой-то значительный перекос в возрасте идет. Прям у кого-то в плюс, а у кого-то наоборот в минус. То есть мужчина может быть как и очень помладше, чем вы, так и очень постарше, чем вы. Равновесия в этом деле не вижу. Только не могу понять, кто из вас старше, кто младше. Его это прям совсем не смущает, а вас, возможно, будет смущать. Возможно, это будет ну, такой вот небольшой проблемкой, дилеммкой, над которой вы будете ломать голову. Но опять же, какая разница, кто младше, кто старше. Главное, чтобы люди хорошие были, да, чтобы хорошо друг к другу относились. А это вам будет предоставлено, этого не отнимать. Так, еще. Наверное, я лучше карты возьму, я просто не могу понять. У него тут как две роли в вашей жизни. Либо это для разных девочек разная роль, либо он действительно будет в себе это все совмещать. Если вначале показано, что у одних он любовник, у других он защитник, покровитель, то к венцу уже как бы все это сходится воедино. Да, трудности общих отсыпок, они в этом и заключаются, что не совсем понятно, что идет и для кого. Угу, понятно. Я же говорила, что он медведь. Так, мои хорошие, ну смотрите. Здесь показано, что человек идет вернуть вам стабильность в жизнь. Вот он, обещанный посланец небес. Ну вот он, друг, защитник, помощник. Избавить вас от прошлого, то есть похоронить ваше прошлое. Вселить в вас новые эмоции и чувства. Он, то счастье, которое вам обещано, с приходом этого мужчины ваша удача вернется к вам. Человек, который избавит от одиночества, исполнит мечты, и вот он, защитник-медведь. Сдается мне, что у многих из вас вот так и отыграется, что человек начнет вам помогать, за вас бороться, защищать вас. И в процессе этого всего вы настолько сильно сближаетесь, что понимаете, что вы друг друга любите. Ну, а у других идет, что вы сначала вот прям встретились, увиделись, влюбились, и дальше уже мужчина подключается, начинает вас защищать и помогать. Такие, как вы изначально нам показали, в изначальной версии, так я вам и буду трактовать. То есть по-любому вы в него влюбляетесь. У кого-то прям в самом начале ваших отношений, встречи, а у кого-то уже там по прошествии определенного периода времени. Ваше сердце ему будет открыто, и его сердце будет открыто вам. Мне почему-то еще кажется, что кто-то из вас не свободен. И я имею в виду женщин, не мужчину. Вот этот придет свободный, чистый. А вот вы, девочки, может, у вас парень есть, либо муж, который объелся груш, который, как вот этот чемодан, да, пресловутый, без ручки, но почему-то намертво к вам привязан. Может быть, это еще отыграется. Ну ладно, я думаю, вы сами разберетесь. Знаете еще, что показано? Показано, что этот мужчина вам покажет какие-то новые горизонты, грани жизни, о которых вы не знали и никогда не представляли. То есть он вас научит жить по-другому, либо откроет вам другие перспективы в жизни. Хороший на самом деле знак.
И вижу, что вы этого более чем достойны, вы это заслужили. Вижу, что кто-то будет недоволен тем, что такой мужчина появился в вашей жизни. Человек попытается несколько раз как-то вас там рассорить, разлучить. Или человек постоянно будет вам на уши капать, что вот с кем ты связалась, да что ты делаешь, да это же стыд, да это же позор, ты же замужняя дама. Либо там мужчина слишком молодой, куда ты лезешь, либо мужчина слишком пожилой, куда ты лезешь. Да? Вот какой-то женщине прям совсем не внюх, что у вас появится такой крутой мужчина рядом. И вот она из этой желчи зависти будет пытаться вас рассорить, воздействуя и на вас, и на него, но в большей степени на вас. Потому что вот эту разницу в возрасте показали острым моментом. Причем острым моментом с вашей стороны. То есть мужчина не будет напрягаться разницей в возрасте, а вы наоборот будете прям напрягаться и об этом постоянно думать. То есть вы будете об этом спотыкаться. Для него это вообще не проблема. И вот эта хищная птица, она прям будет педалировать эту тему, что вот, наверное, прощупает, что для вас это как-то странно, болезненно, и будет еще и педалировать. Значит, девушки, женщины, дайте себе шанс на счастье, дайте себе шанс на защитника, на помощника, на заступника. Вы действительно нуждаетесь в этом человеке. Вам нужна эта точка опоры, вам нужен такой человек, на кого вы действительно можете всей спиной опереться и расслабиться. Вам это именно в этот период жизни очень-очень нужно. Ну а дальше время все расставит по своим местам. Но вижу, что этот мужчина, который вот обещанный, да, помощник свыше, он никогда вас не обидит ни словом, ни делом. То есть вы никогда не будете им обижены. Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях. Свяжете ли вы свою жизнь с ним, либо вы пройдете какой-то период жизни и разойдетесь, вы все равно никогда не будете им обижены. То есть у вас о нем навсегда останутся очень классные, светлые и теплые воспоминания. Это вот четко показали. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.